А знаешь ли, Катюша, что у меня сегодня было на завтрак? Нет, не знаю. Продукт, название которого переводится как «длинная жизнь». Завидно? Еще бы, наверное, что-то мега полезное. Да, это просто йогурт, Катя. По одной из версий это слово произошло от турецкого «йогурур», что означает «длинная жизнь». Ну а почему йогурт так полезен и как его правильно выбрать, хранить и употреблять, об этом в ведущей рубрике «Съедобная азбука» Юлия Красовская. Его делают из молока, добавляют туда сахар, еще что-нибудь. Его едят с ложки, и он бывает разный. С клубникой, с шоколадом. Йогурт – один из самых древних молочных продуктов, более 1000 лет. Он входит в рацион питания многих народов, а о нем ходят легенды, одна из которых рассказывает о том, что рецепт приготовления йогурта раскрыл ангел. Но на самом деле более правдоподобным считается, что йогурт появился благодаря кочевникам, перевозившим молоко. В него попадали бактерии, во время движения молоко перемешивалось и сквашивалось, и в итоге превращалось в продукт, очень похожий на йогурт. В Древней Индии молоко процеживали через грубую ткань, и затем делали из него полезный кисломолочный продукт. А популярным йогурт стал в начале XVI века. Французский король Франциск I страдал желудочно-кишечным заболеванием. В какой-то момент лекарства придворных лекарей перестали помогать. Жизнь монарха оказалась под угрозой, и тогда его спас йогурт, который Франциск I стал употреблять ежедневно. Продукт делали из козьего молока. Для того, чтобы каждый раз он был свежим, при французском дворе стали разводить коз. Йогурт, так как и другие кисломолочные продукты, улучшает пищеварение, также очень благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт. Кроме того, он очень богат белком, причем белок он легче усваивается, чем из цельного молока. И также содержит большое количество кальция, который также легче усваивается. Есть люди, у которых, например, лактазная недостаточность, и они молоко не переносят, но они как раз могут употреблять любые кисломолочные продукты, включая йогурт. Если мы придем в магазин, на что мы должны обратить внимание, чтобы выбрать качественный, полезный йогурт? Ну, во-первых, нужно посмотреть на срок хранения йогурта, он не должен превышать 7 дней. Во-вторых, смотрятся условия хранения. Йогурт с полезными лактобактериями никогда не хранится при комнатной температуре. То есть оптимальные условия хранения – это где-то 5-8 градусов. Вот. Кроме того, нужно посмотреть на состав, нужно обратить внимание, если консерванты, стабилизаторы различные. То есть лучше всего натуральный йогурт, даже вот без кусочков фруктов. Наверное, самый главный вопрос – это с какими продуктами лучше всего употреблять йогурт? Полезнее для здоровья. Чтобы лактобактерии лучше усваивались, лучше употреблять как заправку к салатам, к овощам или фруктам. Итак, йогурт может вполне заменить молоко, жирные сливки и сметану и вполне подойдет в качестве завтрака, чтобы утро было самым добрым.